ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 18:00. Презентация Русского культурного общества Ухты. Необычная организация впервые официально заявляет о себе, однако работает уже со 2 августа. На сегодня в рядах объединения более 500 человек. Среди них профессура, художники, учителя, студенты, казаки и многие другие. Широкий круг интересов участников неудивителен. Цели общества глобальны и ориентированы на всех. Наша задача – возрождать русскую культуру и русскую традицию. Ну и борьба, конечно, против русофобии. Мы сейчас видим, что творится в интернете, как искажаются исторические факты. И наша задача – донести до молодого поколения, что 80% мировых открытий принадлежит именно русским ученым, русским композиторам, русским поэтам. Россия – это вообще отдельная цивилизация. Неофициальный девиз общества – русскую культуру в массы. Но самое удивительное, что это вовсе не означает шовинизм в отношении других национальностей и этносов. Руководство организации подчеркивает, что вступить может любой человек. Культура не знает границ. Эти слова здесь не пустой звук. Национальный признак, он ведь не определяет принадлежность к русской культуре. И немцы, и французы, и коми, и кто угодно, они могут быть носителями русской культуры. Этим она и сильна. Русская культура нас всех объединяет все народы, все национальности. Первые результаты в активе русского общества уже есть. Это работа со школьниками и общественные акции. В будущем организаторам хотелось бы увидеть разветвленную сеть клубов по интересам, где изучают отечественное искусство, поэзию, единоборство и так далее. Смысл в том, чтобы русская культура сохранилась, а не стала пережитком прошлого. Мы для начала хотели бы бороться с элементарным забвением. Вот забвением, понимаете? Может случиться так, что спустя еще пару десятилетий люди, может быть, и будут вспоминать Достоевский, Толстой как бренды. Но только как бренд, да, вот имя, которое всем известно. А дальше 2 главы, там, преступление и наказание, дело не пойдет. Ближайшие планы общества – провести неделю русской культуры. Это будет сделано уже в ноябре. Кроме того, в начале 2015 года хотят провести конкурс красоты «Русая коса». В противовес стереотипам главным станет не длина ног. В обществе уверены, русская женщина красива душой. И это главное.